Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Сегодня Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Основная цель этого дня – повысить информированность населения об одном из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Как не заболеть артериальной гипертонией? Об этом сегодня поговорим с гостьей нашей студии Ульяной Портнягиной, главным внештатным специалистом по терапии и общей врачебной практике Минздрава Республики Саха-Якутия. Ульяна Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала о понятиях, что же такое артериальная гипертония. Ежегодно 17 мая, начиная с 2005 года, по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. И основная цель этого дня – повысить информированность населения о самом распространенном заболевании, о необходимости регулярного измерения артериального давления, правильного питания, активной физической нагрузки и, конечно же, отказа от вредных привычек. И сегодня у нас началась вот эта неделя, посвященная этому мероприятию, и которая будет продолжаться вот всю нашу неделю. Но артериальная гипертензия, да, это состояние, при котором давление в кровеносных сосудах превышает показателя 140 на 90 миллиметров ртутного столба. Артериальная гипертензия или ее синоним можно назвать артериальная гипертония, да, это синдром повышения артериального давления, который наблюдается при гипертонической болезни или при симптоматических артериальных гипертензиях, то есть при эндокринной патологии и при почечной патологии. Ну и по данным ВОЗ надо отметить, что причиной смертности артериальная гипертония является одной из ведущих в мире, да, и ежегодно уносит более 10 миллионов жителей всей планеты. А распространенность Российской Федерации, если посмотреть, у нас 44% от общего числа населения. А болеют артериальной гипертензией тоже, если посмотреть статистику ВОЗ, это получается более 1 миллиарда населения. Во всем мире? Во всем мире. Ульяна Семеновна, давайте поговорим о так называемом портрете больного. Но я понимаю, что у врачей есть какая-то определенная клиническая картина. Бытует мнение, что гипертония, гипертензия, говоря на вашем профессиональном языке, это болезнь, так скажем, пожилых людей. Так ли это? Действительно ли она развивается с возрастом или, может быть, и у молодых людей есть шанс заболеть? Артериальная гипертензия, она может развиваться с возрастом, но, однако, это неизбежная часть старения. Если соблюдать правильную диету, да, уменьшить потребление количества соли, регулярная физическая активность, держать нормальный вес, правильный сон, правильный сон можно, да, так, отказ полный от вредных привычек, да, это все может привести к тому, что даже в пожилом возрасте может не возникнуть артериальная гипертония. Это очень радует, к этому и нужно стремиться. А кто чаще всего подвержен этому заболеванию, мужчины или женщины? Чаще всего до 50 лет подвержены мужчины, а вот после 50 лет риск высокий развития артериальной гипертензии – это у женщин с изменением гормонального фона, и, конечно, вот осложнения гипертонической болезни у женщин более выраженные, серьезнее, чем у мужчин. Ну и вы сказали, конечно же, держать в норме вес. Влияет ли избыточная масса тела на приобретение заболевания? Избыточная масса тела, ожирение, конечно же, являются факторами риска артериальной гипертонии, да, но, однако, у стройных, внешне здоровых людей также может наблюдаться артериальная гипертония. И здесь необходимо всем проходить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию ежегодно, независимо от типа телосложения и физической подготовки. Вот хочу поговорить немножко о клинической картине заболевания. Вы сказали 140 на 90, это вот, так скажем, норма давления, правильно я понимаю? Да. Как мне понять, что у меня есть, условному мне понять, что есть первые признаки гипертензии, когда нужно бить в колокол? Вообще, как проявляется артериальная гипертония, какие симптомы? Это может быть головная боль, головокружение, слабость, мелькание мушек перед глазами, покраснение лица, кожных покровов. Да? Но, однако,
чаще всего гипертония никак не проявляется, и поэтому ее заслуженно называют тихим убийцем. То есть многие годы пациент ходит с высоким давлением, да, или с умеренно высоким, не зная, что у него артериальное давление, и в конце концов узнает только тогда, когда поражаются органы мишени, такие как сердце, головной мозг, почки, периферические артерии, сосуды глаз. И только тогда он уже знает, что у него уже в полном рассвете идет вот такая гипертоническая болезнь. То есть, условно говоря, почувствовать повышенное давление, Можно, когда оно да. вот с рождения, если так говорить, невозможно. Правильно? Невозможно. Поэтому самое главное, что мы должны делать, чтобы поставить этот диагноз и знать, это регулярное измерение артериального давления. А можно ли еще говорить о таком понятии, как рабочее давление, вот именно на медицинском уровне? Вот я знаю, что у меня, допустим, всегда пониженное давление, всегда, всю жизнь. Для меня это норма. Это тоже мое рабочее давление, так скажем, стандартное, правильно понимаю? Но у нас в медицинском сообществе, да, вообще в медицине рабочего давления понятия нету. Так. Имеется оптимальное давление, это 120 на 80. Мы говорим, но многие вот говорят, что бытует такое мнение среди населения, что у меня высокое давление, да, и я при этом чувствую себя хорошо. И они пропускают тот самый период, когда необходимо было начинать лечение. То есть они думают, вот, например, 150, 160 это нормально для них, но мы стремимся к тому, что это 120 на 80. Но если это гипотония, если у вас уже давление будет 120, вот, допустим, если изначально 90 и станет 120, 130, то вы уже будете себя плохо чувствовать. Так, а вот все-таки вы сказали же о том, что гипертония – это тихий убийца, его не всегда чувствуют. Но многие же, как только чувствуют головную боль, сразу хватаются за тонометр, смотрят там вот прогноз погоды, высокое или низкое давление. Как-то связано, ну, нужно ли вот так реагировать на любую головную боль? Обязательно, обязательно. Это нужно. Вот вы еще отметили, Ульяна Семеновна, о том, что для того, чтобы содержать, так скажем, свой организм в норме давления, нужно заниматься физическими нагрузками. Насколько я понимаю, тем, у кого высокое давление, гипертония, эти физические нагрузки противопоказаны. Почему? Абсолютно наоборот. Именно физическая нагрузка, Снижает. да, она профилактика и лечение артериальной гипертонии. Как взаимосвязаны? При этом необходимо физическую нагрузку делать аэробные тренировки. Это ходьба, гимнастика, йога, танцы. То есть то, что вам нравится. Физическая активность, она должна быть всегда в компоненте, допустим, с медикаментозной терапией. А вот, например, быстрый бег, подъем в гору, поднятие тяжести, да, какие-то силовые упражнения, наклоны вперед, они наоборот будут вызывать повышение давления и ускорять пульс, да, то есть это не рекомендуется для гипертоников. И нагрузка физическая, она должна быть 30 минут, не менее 3-5 раз в неделю. Это называется вот только тогда, что она регулярная физическая нагрузка. Еще бытует мнение, что отказ от соли помогает снизить давление. Как хлорид натрия влияет на наши насосы? Значительное употребление соли, да, или мы говорим натрия, да, оно приводит к задержке жидкости в организме. Соответственно, жидкость что будет повышать уровень артериального давления. И суточная норма, да, это не более 5 грамм соли в сутки, ну, в день, можно сказать. Но здесь у нас есть одно но. Когда мы готовим пищу или сидим за столом, мы видим, что потребляем только 20% от этих 5 граммов. Но мы должны знать, что есть скрытая соль, которую мы не видим и не можем просчитать, и она находится в промышленных продуктах приготовления, в консервантах, в колбасных изделиях и других пищевых продуктах. Так, понятно. Значит, следим за давлением с помощью тонометра, отказываемся от вредных привычек и соли. Что касаемо тех, у кого уже диагностировали высокое артериальное давление, можно ли от него вылечиться? Или это диагноз на всю жизнь?
На начальных стадиях, да, у тех, у кого только что поставили или выявили артериальное давление, если нету сопутствующих каких-то заболеваний, то мы рекомендуем изменить вначале образ жизни. То есть это в течение 1-2 месяцев. Если это не помогает и давление не нормализуется, здесь мы уже начинаем лекарственную терапию. И здесь уже мы подбираем в зависимости от возраста, сопутствующей патологии. То есть есть много нюансов, которые врач решит, какой именно препарат вам назначить. Ульяна Семеновна, вот касаемо лекарственной терапии, хотелось бы задать вопрос. Сегодня интернет у всех в свободном доступе, можно зайти в любой браузер, пробить там условное лекарство от давления, оно тебе выдастся. Я насколько понимаю, что большинство из них дается в аптеках без рецепта. Насколько правильно ли такой подход к своему собственному здоровью? Можно ли принимать препараты, так скажем, ну, когда у тебя нет высокого давления, не подписан врачом такой диагноз? Нет, если обязательно при повышении артериального давления, да, нужно обязательно пойти к врачу, своему участковому терапевту, да, ну, кардиологу, фельдшеру, да, ну, кто есть, какой есть медицинский работник, если это районные больницы, да, фельдшерско-акушерские пункты. И необходимо все-таки консультироваться с врачом, потому что на сегодня у нас существует множество групп лекарственных препаратов от давления, да, это минимум основных 7 препаратов, да, и какой именно препарат необходим вам, это уже только знает врач. То есть самому по интернету или с помощью подруг, знакомых, да, кто что принимает, это очень сложно. В некоторых случаях мы терапию уже начинаем с комбинацией, то есть не с одной таблетки, а с 2 таблеток. И мы должны понять, что при лечении артериальной гипертонии, да, что это пожизненное лечение, постоянный прием, и вы не должны этого бояться. То есть мы должны понять, что с помощью таблеток мы будем что? Держать наш показатель артериального давления в здоровом диапазоне, чтобы не было других осложнений. Ульяна Семеновна, ну что ж, я надеюсь, что многие, кто нас с вами сегодня смотрят, прислушаются к вашим рекомендациям и не будут без причины волноваться о своем давлении. Но о том, у кого действительно есть подозрения, я думаю, они все-таки посетят врача и проконсультируются уже со специалистами. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи в дальнейших эфирах.